Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем, как сбили 12-летнего подростка в Набережных Челнах. Если ребенок, например, опаздывает, он же не будет вот так вот круги давать, правильно? Он сразу быстренько перебежит. Школьник выскочил на дорогу в неположенном месте. Расскажем, какой приговор назначил суд Алексею Назарову, обвиняемому в убийстве. После задержания Назаров в приличной беседе сказал, что устал скрываться. 9 лет назад члены ОПГ по ошибке расстреляли автомобиль с подростками. А также хроника дорожных происшествий. КамАЗ зацепил меня за и развернул и потащил. Это и не только. Прямо сейчас. 12-летний школьник сегодня утром попал под колеса Kia Rio. ДТП произошло сегодня утром в микрорайоне Замеликесье, Набережных Челнов. По предварительным данным, мальчик шел в школу и перебегал дорогу в неположенном месте. В результате ДТП подросток получил травмы головы и позвоночника и был доставлен в БСМП. Салават Мухаммадуллин продолжит. Момент наезда был зафиксирован видеорегистратором встречного автомобиля. 12-летний мальчик выскочил на дорогу. Это местный проезд из-за припаркованных у обочины машин. Он оказался прямо перед едущей там Kia Rio. Водитель не смог избежать наезда. Было уже слишком поздно. После того, как ударился об капот, перевернулся в воздухе и рухнул на асфальт. Ребенок нашел в себе силы отползти на обочину и упал на газон. Местные жители боятся, что подобное может повториться. Говорят, пешеходный переход здесь есть, но расположен он крайне неудачно, в стороне от школы, поэтому дети и перебегают дорогу. Потому что пешеходка, вон она там. Если ребенок, например, опаздывает, он же не будет вот так вот круги давать, правильно? Он сразу быстренько перебежит. Здесь не хватает лежачих полицейских, соответствующих знаков, потому что район новый, детишек много, все школьники, и переходить, у меня ребенок тоже в 1 классе учится, каждый раз я вот туда выхожу и встречаю, потому что страшно. За рулем сбившего ребенка автомобиля Kia Rio находился 23-летний молодой человек. У него 2-летний водительский стаж и множество нарушений правил дорожного движения. В настоящий момент по факту наезда на подростка прокуратура начала проверку. Прокуратура выяснит обстоятельства случившегося, а также способствовавшие ему причины и условия. Предметом проверки станут вопросы соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Надзорное ведомство совместно со специалистами также оценит необходимость обустройства пешеходного перехода на месте аварии. Пострадавший мальчик в результате наезда получил травмы головы и позвоночника. С места происшествия его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи Автограда. Салават Мухаммадуллин, Лилия Гатина и Сергей Кищенко. Вызов 112. Найдено тело 52-летнего мужчины, который пропал 5 октября напротив села Вандовка Мамадышского района. Напомним, он со своими знакомыми уехал на рыбалку на автомобиле. Его товарищи в понедельник вечером с рыбалки вернулись, а он сам должен был их догнать на моторной лодке. Однако мужчина так и не объявился. Автомобиль пропавшего остался на берегу. Ни лодки, ни мотора на месте не было. Чуть позже ее нашли у села Сухой Берсуд. 8 октября на единый номер вызова экстренных служб поступило сообщение, что на каме у берега между поселками Тарасово и Черепашье лицом вниз лежит мужчина. Сын пропавшего опознал его по фотографиям. Сейчас устанавливаются причины смерти и все обстоятельства его гибели. КамАЗ протаранил автомобиль такси на улице Саида Галеева. Сперва он врезался в легковушку сзади, затем ее развернуло, и многотонник еще раз врезался уже в левую сторону легковушки. С места аварии репортаж Вероники Гайнутдиновой. После проезда перекрестка КамАЗ зацепил меня за и развернул и потащил. Таксист рассказал, что ехал по крайней левой полосе. Вдруг резкий и сильный удар сзади. Легковушку развернуло, и слева перед собой водитель увидел многотонник. КамАЗ, говорит водитель такси, протащил его автомобиль еще метров 40 и только потом остановился. В аварии чудом никто не пострадал. А здесь идет небольшое смещение, и он как шел прямо, так и прошел. На место тут же вызвали автоинспекторов. Самостоятельно оформить аварию в этом случае нельзя. КамАЗ принадлежит Министерству обороны, и автомобиль такси не собственность водителя. Это машинная фирма. В обстоятельствах аварии теперь предстоит разобраться автоинспекторам. Вероника Гайнутдинова, Нафиса Минязова, Эль Абдуллин. Вызов 112. Kia Rio и Лада Гранта не поделили перекресток улиц Волгоградская и Короленко. В результате сильного столкновения иномарка сбила знак пешеходного перехода и вылетела на газон. Кто виноват, узнавала Айгуль Бадруддинова.
не остановился и снес меня. После столкновения с Ладой Kia выбросила с дороги. Она снесла столб, на котором был закреплен знак, извещающий водителей о нерегулируемом пешеходном переходе. И только после этого иномарка остановилась на газоне, разделяющем встречные потоки. Лада Гранта осталась на проезжей части. Ее развернуло на 90 градусов. Он ехал по Волгоградской в сторону Ибрагимова, на перекрестке начал совершать поворот налево. Пренебрег светофором и стоп-линией. Водитель «Лады», по утверждениям таксиста, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Уроженец Узбекистана плохо разговаривал по-русски. И объяснить, как и почему, по его мнению, произошла авария, не смог. Говорят, что вы на красный выехали. Это правда? Нет. Вину в этом дорожном происшествии мужчина не признавал. Водитель такси также утверждает, что у него есть очевидцы, которые видели, как «Лада» проехала на красный, и готовы подтвердить его слова. К счастью, в результате мощного столкновения люди не пострадали. И по счастливой случайности на пешеходном переходе не было прохожих. Все обстоятельства произошедшего предстоит установить автоинспекторам. Айгуль Бадрудинова, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор 48-летнему Алексею Назарову, обвиняемому в убийстве, покушении на убийство 2 или более лиц, а также умышленном повреждении чужого имущества. Как установило следствие, летом 2011 года между участниками 2 противоборствующих преступных группировок Седьмовские и Первомайские произошел конфликт, разрешить который Седьмовские решили расстрелом своих неприятелей. Но под огнем оказались совершенно невинные люди, не причастные к конфликту. От огнестрельных ранений тогда скончался несовершеннолетний подросток. Станислав Яковлев из зала суда. Подсудимый не проронил ни слова. О том, что его приговорят к длительному лишению свободы, знал. Суд присяжных до этого признал его виновным во всем, что ему инкриминировало следствие. Сегодня судья, исходя из его виновности, решает, какое наказание он понесет. Назаров задержан 29 октября 2019 года. Он больше 8 лет находился в розыске. За это время несколько активных участников группировки уже выслушали приговор. Суду доказали, что летом 2011 года между Седьмовскими и Первомайскими разгорелся конфликт. Были избиения членов противоборствующих группировок. И 4 июня, ожидая ответного шага, 5 участников группировки, в том числе и Алексей Назаров, вооруженные ружьями, устроили на неприятелей засаду во дворах на проспекте Победы. Когда во двор заехала Лада Приора, они подумали, что там Первомайские, и открыли огонь. Назаров, находясь в районе домов 68-70 по проспекту Победы в Казани, произвел не менее 3 выстрелов из охотничьего ружья ТОС-106. В машине находились 4 человека, 18-летний водитель и 3 несовершеннолетних подростков. К конфликту группировок они отношения не имели и оказались случайными жертвами. Водитель постарался уехать из-под обстрела, 2 пассажиров получили огнестрельные ранения. Один из них позднее скончался в больнице. В дальнейшем 3 участников нападения были задержаны, суд над ними был в 2013 году. Один до сих пор в розыске. Адвокаты уверяют, Алексея Назарова никто не искал. Все это время он жил вместе со своей семьей. Больше 20 свидетелей, соседей, которые проживали непосредственно в этом поселке. Если необходимость была, там, наверное, сотни людей пришли бы, что он все эти годы проживал по месту жительства с родственниками. Все его в этом поселке видели. Но суд решил, что соседи, друзья и родственники – люди заинтересованные, и их слова не дают основания полагать, что в розыске он не находился. Тем более, что были и косвенные доказательства обратного. Какие виды государственного органа он не обращался, так Назаров. 45 лет должен был поменять фотографию на паспорте, однако в соответствующий орган не обращался. Также у него есть срок действия водительского удостоверения. После задержания Назаров при личной беседе сказал, что устал скрываться. Сам подсудимый все время следствия утверждал, что невиновен и никого не убивал. Защита подсудимого подчеркивает, что единого мнения у присяжных не было. Голоса присяжных разделились за его невиновность и непричастность. Высказалось 3 человека. По виновности проголосовал за виновность 5. Если бы еще 1 человек проголосовал за невиновность, он был бы оправдан и отпущен прямо из зала суда. Но присяжные решили, что он виновен, при этом заслуживает снисхождения. И суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Кроме того, Алексей Назаров должен будет выплатить 1 000 000 рублей в качестве компенсации семье погибшего подростка. Еще 400 000 пострадавшему. Государственное обвинение предлагало назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на 17 лет, тоже с ограничением свободы на 1,5 года. Но обжаловать приговор мы не будем, поскольку он справедлив. Защита же приговор намерена обжаловать. Адвокаты усомнились в обоснованности замены в ходе процесса 2 заседателей из основного состава присяжных. Станислав Яковлев, Константин Бушуев, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.